Уважаемые, давайте так, было немножко тихо, потому что пока мы сделали микрофоны, я не кого-то перебивать. Значит, сегодня у нас с вами встреча с нашим старым знакомым Игорем Матвеевым, переводчик. И очень много всякого разного другого. Он осуществлял перевод многих наших произведений, которые изданы у нас здесь, в том числе сегодня будет первым. Он регулярно публикуется в газете «Вермилян Штерн», в журнале «Альманах». Вместе с ним приехала, вместе с ним также приехала к нам и гостья, тоже наша старая знакомая, наша старая товарищ, коллега, она печатается также в газете «Вермилян Штерн», в газете и в журнале литературном альманахе. И, кстати, от него послезавтра выступит у нас на конференции, научно-практической конференции, которая будет проходить развитие образования. Но сегодня я первому предоставлю слово Юрию Матвееву. Он расскажет именно то, что он хочет нам рассказать. Я думаю, это будет интересно, познавательно для всех. Пожалуйста. Нет, это не подарок. Не подарок, это телефон, который записывал нам все то, что сейчас. Тогда начинаем? Да. Во-первых, дорогие друзья, я хотел бы сказать пару слов о самом журнале «Советский Геймланд». Я думаю, что жителям Биробиджана он хорошо известен, но многим даже московским евреям, несмотря на то, что он издавался в Москве с 1961 года до декабря 1991, и когда прекратилось финансирование в связи с развалом Советского Союза, то есть 30 лет подряд выходил замечательный, толстый, литературно-публицистический и художественный журнал «Советский Геймланд», что переводится как «Советская Родина». Многие не знают, что такой журнал вообще был. Я встречал московских евреев, которые не знали, что в Советском Союзе был еврейский журнал. Вот. И была долгое время такая вот лакуна. Даже те, кто знали, что такой журнал был, в сознании многих россиян, в том числе и евреев, такое представление, что журнал «Советская Родина», наверное, это какой-то такой вот сплошная пропаганда, ничего интересного на самом деле не может. Специалисты Украины уже знали, что это не так. Советский Геймланд был, по многим мнениям, даже американских специалистов, самым лучшим по оформлению и очень интересным по содержанию журналом. То есть из всех когда-либо существовавших и существующих журналов на идише он оформлялся шикарно,
с прекрасными иллюстрациями, с прекрасными художественными вкладками и так далее. И вот к 90-летию еврейского автономного области, которое отмечалось год назад, Валерий Юрьевич мне предложил проект, который просто меня обрадовал, поскольку я давно уже думал вообще, как ознакомить широкого русскоязычного читателя с содержанием журнала «Союз Грэмон», показать, что это было вообще такое. Предложение было перевести юбилейный номер за апрель 1974 года на русский язык, посвященный, соответственно, 40-летию области. Чтобы таким образом, через 50 лет мы смогли прочитать, кто помнит это время, вспомнить. Вот Валерий Соломонович говорит, что многое там просто читал, перевод, многое вспомнилось из того, что как это было, что это было, что было предписано, что было областно. Вот, конечно, я взялся с большим энтузиазмом за этот проект. Сразу могу сказать, что не на 100% все это делал я, потому что две больших части были уже переведены. Это повесть Гузы Миллера «На полном ходу», авторский перевод существовал еще в советское время, и часть романа Ароны Берлинеса «Время», которая перевела якобы его супругу Валентина Катаева. Но на самом деле, конечно, это тоже авторский перевод, но они так решили, что переписали его супругу, которая тоже пожелала, дочь писателя Катаева. Вот. А все остальное, да, еще несколько стихов были переведены. Все остальное перевел я. И мы решили для репрезентативности, чтобы вы могли себе представить, что это было такое, перевести буквально от копии до копии все. Начиная с выступления Льва Шапира, первого секретаря ГУМа, партии еврейской автономной области, в братской семье народов, так по-русски переводится, заголовок этого материала. Материал, понятно, что действительно пропагандистский, но мы решили, что как это выглядело. То есть и не очень интересный материал, и крайне интересный материал, и стихи, и заметки, и даже в конце небольшие заметки о Дальнем Востоке, например, вот музей каменных цветов, о комсомольской биологической экспедиции ордена Трудового Красного Знамени, перешагнув столетие, о событиях в селе Волна Амурской области, о интересных находках в Хабаровске, новости культуры, то есть вот чтобы было представление о том, что собой представляет этот журнал. И читатели, я надеюсь, благодаря этому замечательному новому изданию, убедятся, что это будет действительно очень интересный журнал, разнообразный, красивый во всех отношениях, художественно содержательный. То есть, в общем-то говоря, это название, которое тоже далеко не случайно, Арон Бергерес, бессменный главный редактор этого журнала, когда обратился в партийные органы, чтобы открыть в Москве еврейский журнал в 1961 году, он выбрал вот такое вот название, чтобы как бы действительно было убедительно, что ему это решение. Но на самом деле, добавив слово, Советик Шейнланд, это название двух еврейских журналов, которые были до войны. То есть намек на то, что как бы вот этот журнал в особенном 1961 году это продолжение старых военных еще изданий Nature. То есть, в общем,
И название это оно не совсем политическое, то есть это комбинация из двух исторических журналов. Вот, я прочитаю, например, одно из стихотворений, которое я привел. Давида Равштейна, знаменитого классика еврейской литературы, «Преамбулия». Ночной восточной дали. Давайте я прямо из лучше вот так прочитаю. Будет это интересно. Преамбулия. Ночной восточной далью, дальней порой, жаркие вагоны и беру прямо пол. Прилетает старый, прямурский зимний снежный рой, в долине город молодой. Гнездом еще не спит край, со всех сторон уют для нас, как госту чай, встречает уютный свет, бетон. Уже он крепит знай, и свежий спил высок, кирпичи глины ком, и тишь, едва заметно, но растет школа. Здесь дом, особый дом, о нем тосковал тайком, такого, что везде любим, подсовывался Петров, его искал жарко на краях чужих миров. Здесь будет дом, избушки станет первый кров. Твой давний сон, мечта, еще не вырос он, но крепче, чем отлитый формами бетон, она большая дружба, что союз, весь наш народ, берет, из народа ведет, измыкает братских народ имен. Вот, Равштейн был замечательным модернистом, поэтому ритм у него вот такой вот, это непонятная какая-то ошибка переводческая, я перевел в точности, тот размер фрактонации написано. Стихотворение написано в динамичном, таком меняющемся метрическом стиле, который отражает радость построения Биробиджана. Как вы понимаете, это посвящено стихотворению именно Биробиджана. Вот. И много здесь таких других бюджетных стихов, лирических, посвященных разным местам этого города. Некоторые материалы здесь посвящены другим местам, в частности, Волочаевке. Есть очерк Наума Фридмана «Тихонькая Биробиджан». Значит, о том, как вот тихонькая Биробиджан. Конечно, и рассказы интересные. Здесь есть рассказ даталиста, знаменитого писателя-сценариста еврейского, который написан в очень интересном, необычном стиле, который я постарался воспроизвести. Он напоминает, может быть, чем-то Барбера. Вот такой вот стилист великолепный. Рассказ тоже посвящен первым переселенцам, едущим, не первым переселенцам, а вообще переселенцам, едущим в Биробиджан и так далее. То есть, в общем, одновременно были выполнены две задачи. С одной стороны, российская широкая аудитория узнает, что вообще собой представляет Советский Пекло, увидев вот такой вот монументальный вещь, этот толстый журнал, 200 страниц. С другой стороны, мы получили новые, очень важные, богатые документы, посвященные еврейской автономной области Биробиджана, которые ранее не были приведены. Здесь упоминаются люди, которые, наверное, поскольку я не житель Биробиджана, не все кто знаю, но упоминаются конкретные люди, у которых, наверное, есть родственники, которым будет очень интересно почитать о том, как про них писали, с каким теплом. Кстати сказать, вот действительно тепло, какое-то душевное тепло, это лейтмотив всего этого номера. То есть вот все писатели, кто пишет про Биробиджан,
пишут с каким-то особым теплом, что вот это мой дом, это мой любимый город, это самый прекрасный город. В самом конце вроде новая песня, есть песня на словах Хайма Бейтона: «Отшумели племена, как годы, долгих дней безудержный поток, шел к тебе месяцы и годы, нещадно наезженных дорог, с припевом: город мой юный город милый, все, что суждено в моей судьбе, в чем твоя стремительная сила, всюду я тоскую по тебе. Чем измерия просторы эти, где живу, так бережно любя, где было все хорошее на свете, не хватало в жизни лишь тебя. Связанный с бережной судьбой, снова ты откроешь эту дверь, я пришел, чтобы вместе жить с тобой, больше не разлучимся теперь. Здесь с тобой душа моя согрета, снова я гуляю у пиры, здесь я напою, что не обеда, да мечтаю песню у горы». То есть вот такая замечательная песня, которая, я не знаю точно, но думаю, что она звучала на еврейском радио здесь. Композитор, сочинивший музыку для этой песни, был передвиженец Авраам Рыжков. То есть, в общем, вот такой вот интересный материал, очень богатый для исследователей истории области, города, и одновременно живая демонстрация, что можно показать, что вот, да, в Советском Союзе был такой журнал. И он был интересный, и он был одинаковый. Что интересно, параллельно с этим, то есть вот так бывает, что какой-то один проект каким-то чудесным образом живут порождает другой. Безоценка совершенно связана с Азербайджаном. Мне предложили с коллеги в Москве заняться оцифровкой совету Битва и поставлять это журнал в интернет. Еще раз повторяю, что как бы это вот возникло удивительным образом параллельно, то есть каким-то чудесным совершенно образом с какого-то проведения Всевышнего. И вот смотрите, значит, я выставил этот номер на заставку этой страницы, выставили мы уже вот столько номеров. Много, как вы видите, очень много. Примерно 80% всех номеров. Сайт называется yiddish.com, то есть по-английски, если написать культура yiddish.com, культура yiddish. Вот это вот стоит этот архив, который интерактивный, можно листать, можно, там есть информация в журнале. Вот это самый первый номер, который вышел в 1961 году, там была обложка такая более другая, как в другом стиле. Серия. Да, значит, этот материал о журнале написан и на идише, написал, конечно, текст я. Ну, то есть, вот один проект, видно, может подпорядить другой. И мне кажется, что, в общем, я как человек верующий думаю, что, в общем, все на свете связано. И так бывает, что такой хороший проект, он вдруг вот вызывает какие-то вибрации в духовных мирах, и тот с другой проникается какой-то похожей идеей. Вот именно так и произошло. Вот, что доказывает, я так думаю, доказывает, что вот этот проект, вот этого юбилейного номера, он действительно породил какие-то вот изменения, духовные изменения, которые приведут к тому, что к пересмотру, более глубокому пониманию, историческому, литературному. Тут много интересного будет литературоведов, много интересного, конечно, для историков и для этнографов, потому что тут есть заметки о самом начале еврейских феноменов, то есть это 28-й год, начало 30-х, как это все строилось, где, в деталях,
как покоряли тайгу. То есть, в общем, вот такой очень многогранный получился исторический ресурс. И благодаря Владимиру Соломоновичу напечатан он, я считаю, прекрасно. Сделан он, то есть он выглядит как настоящий оригинальный совет учебник, вот так он выглядит, журнал. Внутри тоже, в общем, похож по оформлению на все журналы, которые были. Единственное, что в оригинальном журнале обычно было побольше колонок, но так читалось труднее. То есть, в общем, тут верстка, я бы сказал, красивее, чем в оригинале, местами. Хотя, как я уже сказал, Совет Ждеман из всех толстых журналов был одним из таких самых красивых. Были люди, не знающие идиш, не имеющие отношения к евреям во всем Советском Союзе, которые покупали его ради иллюстрации, чтобы посмотреть на иллюстрации. Потому что там, например, с работой Марка Шагала в Советском Союзе впервые ознакомились именно благодаря Совету Ждемана. Репродукции его картин были напечатаны именно там. То есть, в общем, тут можно долго, конечно, продолжать и рассказывать, насколько это многоплановый и важный проект. Тут много поэзии, кстати, много видно разнообразие советской и еврейской поэзии, потому что, как бы, в общем, с одной стороны, она более или менее выдержана в стиле социализма, с другой стороны, на самом деле, весьма и весьма разнообразна. И опять же, и проза. Здесь есть такие вот исторические очерки, есть, как уже сказал, символистский рассказ Бернистона. С переселенцами Биробиджана. Это его личные воспоминания. Он посещал Биробиджан, ехал в эшелоне с переселенцами и в таком вот модернистско-сомалийском стиле это описал. Ну, в общем, это все, наверное, что я хотел рассказать, и я надеюсь, что какие-то вопросы есть, если вы стараются не поговорить. Пожалуйста, есть вопросы? Периодичность была у журнала этого? Каждый месяц. Первые 3 года, сейчас мы посмотрим, как это таблицу. Первые 3, если я не ошибаюсь, в 61-м, 62-м и 63-м году журнал выходил раз в 2 месяца, после этого каждый месяц. Перед распадом Советского Союза последний номер был двойной, 11-12, то есть за ноябрь и декабрь, но все равно, в общем, он толстый. То есть каждый месяц выходил. После уже постсоветское время Арон Вергелес на какое-то время сумел возродить нечто подобное в 1993 году. Называлось оно по-другому, это Шикас, Еврейская улица. Но оформление было уже не того качества. Очень много опечаток, то есть, в общем, и Шикас, журнал, который тоже каждый раз в месяц, окончательно закрылся, если не ошибаюсь, в 1997 году. Вот. Можете представить, сколько всего было напечатано интересного за 30 лет, вот таких толстых журналов, по 200 с лишним страниц, в течение 30 лет выходили каждый месяц. Вот. Я даже знаю людей, которые, и даже для меня, кстати, когда я сам в длинные годы изучал идиш,
один из самых ценных ресурсов для меня, как для рассказа. Так что, в общем, для меня путешествие в еврейскую литературу на идыше началось в значительной мере с этого журнала, потому что это в какой-то мере моя личная история тоже. Это было бюджетное финансирование, да? И это было... Бюджетное финансирование. Да, конечно. Это было значит, издавалось абсолютно конечно. Опечаталось издательство Советского Союза. Еще вопросы, пожалуйста. Будете продолжать работу именно вот этого журнала? Значит, переводить мне бы очень хотелось, если возникнет финансовая возможность, я, конечно, с удовольствием это дело продолжу. На данный момент, чем я действительно занимаюсь, как я уже сказал, это совсем другой проект, но вот это получилось оцифровка журнала. И я надеюсь, что в ближайшее уже время, там через пару месяцев, я надеюсь, может быть побольше, все номера будут выставлены в интернете. Их можно прочитать, это видишь, что может увидеть каждый номер и узнать его содержание, а за это место я видел, что любовался замечательными художественными разделами. Что? В нынешних условиях просмотрите журнала. Ну, я, мягко говоря, так сказать, писатель, но мягко говоря, далек от бизнеса и финансов, поэтому я бы очень хотел, конечно. То есть мне бы хотелось сказать, что да, но без гарантии. Но, тем не менее, как раз именно Биробиджане выходят прекрасные монархи. Биробиджан, значительная часть которого на идыше. И я бы сказал, что вот эта часть на идыше в какой-то мере продолжали традиции Саввиджи, потому что и по подбору разнообразных материалов, это и стихи, это и разные... В этом номере, например, вот в недавно вышедшем последнем номере очень много материалов, конечно, посвященных войне, юбилею Победы, но материалы очень разнообразные, очень интересные, там, стихи, там, очень советую почитать, посмотреть. Так что вот, если мы говорим о каком-то реальном продолжении, это не раз в месяц, не раз в год, но вот существует одна Биробиджан. Дополнение, значит, ее рассказывает о сканировании, переводе в цифровую форму журнала Света Жгейман. Мы в прошлом году провели большие и продолжаем сейчас работу о переводе в цифровую форму газеты Биробиджана Штерн. Уже за период с 30-го до военной, часть военного периода и 70-х года, часть уже переведено, не переведено, а сканировано, переведено в цифровую форму, размещено на сайте исторического культурного расследования. Это так, для сведения желающих. Я бы хотел бы дополнить еще про этот журнал. Значит, я думаю, что нам придется, не придется, подойдет, придет время, найдем деньги, мы его издадим, не издадим количество, которое мы сделали там для знакомства, а больше тиражов этот журнал. Здесь очень много интересного. Читаешь, во-первых, начинается со статьи, вступительной статьи первого секретаря обкома партии, в то время Шапира, Иван Борисович Шапира. Те, кто постарше, помнят его. Здесь же статьи и Эрнестона, и, вот, и Казакевича, и Галкина, и о периоде после 28-го года, период создания, период начала переселения еврейского, период создания. Здесь же целые разделы идут уже послевоенные периоды. Здесь наши писатели хорошо нам известны, и Школьник, и Хайм Вейдер, и Дерзгелес, и Громфман, и так далее, и Панман. И вот когда читаю, смотрю, допустим, статья «Заводит Альцгеймер», допустим. И вот, допустим, фотография Вольвовский. Я думаю, и Уманский, и Марк, все помнят, наверное, вот этих людей, многих из этих людей, о которых здесь пишут, потому что мы были свидетелями еще того времени.
Это очень интересный, такой свободный, легко написанный материал, хорошо переведенный на русский язык. Поэтому я думаю, что хочется, чтобы мы его выставили, естественно, на сайте «Историческое развитие», и хочется, чтобы вы познакомились все с нашей историей. Спасибо. Я хотел бы добавить еще насчет газеты Кронштадта. В отличие от Советского времени, которое просуществовало 30 лет, Кронштадт основан еще до официального основания области в 1930 году, является старейшим изданием, педагогическим изданием на источном мире и единственным бюджетом официально издаваемым. Так что вот это уникальный тоже ресурс, который, конечно, следует детально изучать, продолжать. И да, ну спасибо за внимание. Я очень рад, что вы пришли. Спасибо. Мы продолжаем нашу встречу. У нас еще один гость. Ольга Викторовна Матвеева. Матвеева, извиняюсь. А Матвеева другой был. Значит, это гость из Донецка, доцент университета, филолог, переводчик, большой друг Лены. И Оля. Да. Рыба. Главный специалист. Ну, пока Оля готовится, я несколько слов расскажу о ней. Да, Оля доцент кафедры Государственного Донецкого университета, переводчик замечательный, специалист по зарубежной литературе, специалист по вообще мировой литературе. И вот Оля такие уникальные сейчас, опыт уникальный приобретает для себя. Она учит язык идиш и переводит стихи с идиша на русский язык. Причем стихи сразу называются за наших дальневосточных авторов, за биробиджанских авторов. И кто читает газету «Биробиджане Штерн», кто читает «Альманах Биробиджан», те уже Олю знают заочно. Мы публиковали ее стихи, и мы публиковали ее статьи. И скажу еще так, что Олина статья «Заметки дончан» «Биробиджане Штерн» участвовала в конкурсе «Смиротворец». Есть такой конкурс федеральный в России. И мы заняли, газета, благодаря Оле, благодаря вот тени, которую она подняла, заняла второе место в окружном конкурсе. Вот наша замечательная Оля. Мы так ждали встречи с ней. Я так счастлива, что наконец это все состоялось, и мы делимся с вами этим замечательным человеком. У него включается только футбол. Особо презентация не пострадает, я постараюсь вкусно озвучить переводчик, но, наверное, немного сигналов будет с текстом. Елена Саранская сказала, в общем-то, я здесь в аудитории вижу много знакомых лиц, вчера познакомились, пока встречали шансы. Я очень рада видеть вас сегодня в качестве гостей на нашей презентации. Вот я хочу рассказать немного о своем опыте перевода местных биробиджанских авторов. В общем-то, начинала я с перевода поэзии в целом. Я белорусский. У меня пара языка, русский, украинский, английский. Сделала иностранный, немецкий. И потом я стала перерастать на английский, в том числе и идиш. Вот, идиш стала... Работает микрофон, да?
для дружбы, да, работает, для дружбы и такого уже многолетнего сотрудничества с Киевом, и потом возникла идея выбрать несколько переводов Азербайджан, получилось. Вот, и потом дать возможность следующий год тоже с переводом. Поскольку появилась такая замечательная идея, я потихонечку стала искать какие-то внутренние переклички между своим краем, своей молодежной и еврейской автономной областью. И хочу вам сейчас переклички созвучие озвучить. Ну, что сразу заметно, это, конечно, то, что мы представляем географически крайние точки нашей большой страны. Вот Дальний Восток, совсем немножко Амур, пограничье Китай, чужая сторона. Мы находимся там, что получилось теперь уже на крайнем западе, очень медленно привыкаем к этому статусу, потому что в Украине мы были востоком. Вот, то есть тоже наше положение поменялось. Получается вот такая вот полярность. Вот, ландшафт во многом похож, потому что у нас степная зона, когда-то назывались Ешки-Курчак, Дикое поле, кочевали многочисленные народы, многопамятные аланы, готы, полиполовцы, печенеги, кого бы это ни было, вообще чуткая личность, очень много солнце составляет. И, собственно, регион, если говорить о ландшафте, это ровное пространство степное, травы, многоцветие, Азовское море на юге и подводная река Телефон. И когда я приехала сюда и посмотрела на сопки, я поняла, что сопки мне очень-очень напоминают телефон. Видно, что сопка бывает неправильной формы, но у нас телефон классическая, тривиальная, потому что пороги. Очень похожи, так сказать, кряжи. У нас донецкий кряж, старые горы, невысокие, естественно. Здесь это вот малый Хилган. Мне в одном стихотворении как раз вот пришлось самим переводить строки. Герой путешествует, совершает восхождение на гору. Вот. Воздух как раз совершенно другой, может быть, в силу того, что близость воды и океана чувствуется. То есть нет вот этих наших сухарев, нет пыли вездесущей, и, может быть, поэтому дышится здесь очень-очень легко. Вот. Климат у нас континентальный, снег, как правило, грязная. Снег бывает редко, это только в детстве у нас было. Сейчас я приехала в настоящую зиму, которую я помню по воспоминаниям, когда и горки заливали у нас, и на лыжах, и на санках катались, на коньках бегали. В общем, настоящая полноценная зима. И это здорово. Оба региона в каком-то смысле являются советскими проектами. То есть у нас была вот такая шахтерская стройка, здесь комсомольская стройка, город создавался усилием людей, которые приезжали из самых различных уголков страны. И, опять же, еврейская тема здесь тоже очень даже созвучна, потому что у нас город как раз строился по Черкесской области. Так получилось, что он возник на самом стыке. Черкесской области она проходила по реке Кальмус, это был Бахмутский уезд Екатеринославской губернии революции. И вот получается, что на той стороне была Донская сторона, были казаки, евреи только юзовскую часть до Кальмуса. И здесь получается вот такой замечательный проект, куда ринулись мосты, люди энтузиастические, исполнены это рождение, и на ней, наверное, они больше всего времени. У нас так получилось, как климатическая ядро, и здесь в Азербайджане это есть. Вот край молодой, соответственно, культурный слой, и там больше богатых, у тверских старых городах, но тем значимее культура. То есть мы имеем больше дорожин, потому что у нас, опять же, ее, наверное, меньше такого репрезентативного формата. Наш расцвет приходится ориентировочно на послевоенное время, все-таки 50-е, 60-е, поздние 70-е годы. Здесь, когда я столько значимо для построения Азербайджана, скажем, пора конец 20-х, начало 30-х годов, когда массово ушло население, я посмотрела там цифры переселенцев, то есть если бы они все закрепились, то, наверное, половина нынешнего города была очень много. Вот. И в плане таком, может быть,
Никифора Ефимовна, действительно вот такая советская кочегарка Донбасса и вот такой советский вариант Иришланда. Понятно, что евреи, изгнанные с родины, многие тысячелетия мечтали о своей земле, хотели, которую могли назвать своей. И вот в рамках советского проекта они получают вот такой странный вариант земли обетованной, по большому счету. И начинают ее воспринимать как свою. И проект этот, мне кажется, по сравнению с Израилем очень даже конкурентоспособный. Очень интересный, очень перспективный. Может быть, потому что он не ограничивался только национальной компонентой, но включал вот этот замечательный советский потенциал. Мне так очень-очень понравилось. Ну, и, конечно, исторически они сложно появляются. Для Азербайджана, я так поняла, самое болезненное, это и Великая Отечественная, и вот, еврейское дело 1949 года, когда культура была очень проверена. Если не уничтожена, то проверена. Для нас это годы Второй мировой войны существует у нас печальное место, шел в шахте 4 вниз на коленах, и погибло 75 тысяч, там очень много жили. Мне кажется, даже больше, чем в Ангелиях. Там об этой странице там нас знают меньше людей, в Ангелиях больше на устах. То есть перемещиков это очень-очень много, я поняла, что наши регионы, хотя и полярные, связывают намного больше, чем кажется на первый взгляд. Вот такая преамбула, не знаю, получилось ли запустить, что-то там получается, но тогда буду читать и рассказывать. Вот. Один из авторов, который меня вот, заинтриговал, представитель старшего поколения биробиджанцев Арон Кушниров. Почему-то вот я как-то привыкла говорить Кушниров, хотя вот Лена Сашевская мне поправляла Кушниров. Звучит он. В украинском тоже есть слово Кушнир, означает скорняка. Я подозреваю, что вот какая-то общая лексика украинско-еврейская. Родился он в Боярке, это под Киевом. Ушел из жизни уже в Москве в 1949 году. И вот, как говорят современники, он был большим энтузиастом вот этого биробиджанского проекта. Фактически это было его детище. Он приехал, чтобы эту землю осваивать. Посвятили много таких вдохновенных страниц, но когда после войны началось вот это дело врачей, дело победителей, и вот многие его друзья, увы, оказались кто за решеткой, кто ушел в небытие, это его очень здорово потрясило. Нет, не то, не ваша судья, вообще не важно. Вот, это его очень подкосило, и в 1949 году он ушел из жизни. Вот, одно из стихотворений, которое я перевела, называется «Вслед за юностью моей». Причем любопытно, что у Юэля Матвеева есть свой перевод этого стихотворения. Вот, то есть я как раз осваивала имидж, делала самовосточник и смотрела на перевод Юэля, чтобы было иначе. То есть я старалась как-то вот немножко работать в противофазе. И я сказала, как замечательно возрождается старая традиция разных переводов одного и того же стихотворения с идиша. Как говорят, вроде бы давно это практиковалось, но потом вот в силу того, что интерес сместился в другие сферы, вот сейчас редко как переводят. Стихотворение «Вслед за юностью моей». Может, я во сне их встретил, может, видел наяву улицы долины эти, с памятью о них живу. Исходил я троп немало, множество дорог узнал, но дороже всех мне стала заповедная страна. Там привольно бурным водом, там раскинулись леса, под прозрачным небосводом, там пьянит простор глаза, там восхода и заката кромка алая видна. Ты мне счастье и отравы, заповедная страна. Нет, не вешками в ту пору свой маршрут я разлучал. Юности моих задоров каждый шаг прозвучал. Отпылала ночь кострами, дни мчала быстрина, но навек запала в память заповедная страна. Как поток несется вешний, как леса растут из мглы, как ясны там Поднебесье, так всегда там милы. От заката до рассвета, кромка неба, внешний рай. А как это, прошу прощения, это я случаю, это что называется, вот увлекаюсь, я перешла уже на чужой перевод. Все, я своей
возвращаюсь на свою колею. Вслед за юностью моей видит польские края. Мне взыскать, что не жалея, расточей так щедрая. Хоть распутить бездорожье навидался там сполна, до сих пор не кров тревожит заповедная страна. Между нами годы, мили, но сквозь даль вперед стремглав мчит душа моя на крыльях, скорый поезд обогнав. Юность верная подруга мне в любые времена, и в моей судьбе порукой заповедная страна. Ну, я думаю, вы почувствовали, что стихотворение держится на вот этом рефрене, там это «Едал vital Wildau Kamt». То есть вот этот рефрен, этот далекий дикий край, далекая дикая земля. И в переводе Леля звучит рефреном «Тот далекий дикий край». Буквально дословно я понимала, что мне нужно придумать какой-то свой особый ход, чтобы отличаться от уже существующего перевода. И оттолкнулся как раз вот от идеи земли обетованной. Земля, которая была обещана, и вот в такой неожиданно светской форме было подарено государству для того, чтобы евреи ее могли освоить, обжиться на ней и чувствовать себя в безопасности. Поэтому вот получилась глобальная страна. Вот. И если интересно, поскольку я все-таки билингв, я параллельно еще и украинский перевод сделала. Вот немножко другие ходы, другие ритмы. Много, да? Озвучить, как это звучит. Но вот я думаю, Рэбу будет тоже интересно, потому что он украинский тоже, надеюсь, еще помнит. Арон Кушнев, по следам руки юнацких, может снах на траву вплинь, може справді бачив їх, вулиці і ці долини спогадах мені зберіг. Я сходив доріг багато, стежок без числа вважаю, та для мене вічне свято, заповідний дивний край. Там шумлять, бурлять потоки, там простерлися ліси, під небес шатром високим вдалеч дивної краси. На світанку і надвечір там палає круг, гай-гай. Ми зрівні, хоча й далече, заповідний дикий край. Зарубками дорогу я собі там паркував, юним запалом, що кров сипав скрізь, де мандрував. Хай погасли ночі ватри, ні навальний злий очай, всіх скарбів на світі варти, заповідний дикий край. По слідах років юнацьких їду потягом туди, по розвіяному хвацько вишивцю бодай знайти. Бездоріжжям по розпуті я блукав там зазвичай, то чи можу я забути заповідний дикий край? Потяг котиться з прокола, та пізні, із роки, край, де любі горі й доли, плине серце напрямки. Юність вірна там не зарадить і не скаже, прощавай. Знову я віддати радий заповідний дикий край. Ну, я думаю, что перевода особого не нужно, потому что много лексика перекликается и понятно. Да? Вот. Это как раз стихотворение, созданное по мотивам переезда Мирова в родные места. Долгое время провел в столице, оторвался от азербайджанских корней, но потом вернулся на родину, и снова по следам своей юности путешествовал, и мысли его летела быстрее поезда. Вот такое замечательное, очень трогательное стихотворение. Ну вот, на всякий случай, лирическая версия тоже перед глазами. Вот. Еще один автор, которого я тоже влюбилась в процессе перевода, это Генрих Ерих Койфман. Тоже младшее поколение, он 15-го года рождения, 42-й год смерти, то есть это поэт-фронтовик, достаточно типичная судьба. Уроженец Гомера. Обучался в Харькове, потом с еврейской молодежью перебрался сюда, строил Биробиджан, был, что называется, таким вот местным кадром, работал в газете «Сталинское слово», вот, жил в поселке Бера, сотрудничал в журнале «Форпост», но ушел на фронт и, вот, к сожалению, в 1942 году он погиб, оборонял Киев, ну, то есть разные места, откуда года. У него есть стихотворение, которое называется «Фульгур». Ну, я не буду местным рассказывать, что это такое, все знают здравницу. И история умалчивает о том, на самом ли деле существует такая тутмосская легенда, или это, вот, так сказать, изобретение
молодого поэта, но история примечательная. Строится она на таком вот типичном социалистическом контрасте между тем, как тяжела была жизнь до революции и как люди получают новые возможности для того, чтобы реализовать то хорошее и жить в мире согласия друг с другом. Вот. Стихотворение называется «В культуре». Я перевела горячим ключам, потому что это объяснительный вариант перевода. Тоже есть перевод Уильяма Матвеева, и тоже это стихотворение создавалось как бы по стопам, и тоже в противофазе. Простерлась тайга, без конца и без края, волной на волне. Тропой заснеженной бодро шагаем сквозь ночь в тишине. Нам унты медвежьи и дохи, спасение от злых голодов. Мы сеем, как ветер в мхах и оленей, без счету следов. Поблизости нет ни жилья, ни деревни, лес дикий стоит. Уснули ветра, как химеры деревья, пугающий вид. А если бы в юности бурным истоком вернуться хоть раз, светает, Тунгусы минувшим далеком забудет рассказ. Собрались тунгусы втроем на охоту, бродили 3 дня, не видно тропы, ветки гнутся под гнетом от стужи звенят. Заснеженные ветки, заснеженные шапки, снег всюду лежит. Одни только тени, мир странный, шаткий, кругом ни души. Приметили, рядом изюбрь усталый, он пулей задет. Все пусто, тропу замело, и остался один ветки цвета. По горному кряжу, по снежным долинам, не я, как овраг, в деревках хрустальной, а ветры лавиной, все медленнее шаг. 3 дня по тайге 3 охотника бродят и валятся с ног. А пламя костра, как и светится бронзой, а путь так далек. Готовый чай, рябчик сварится скоро, кипит в казанке. Серебряных бликов стволов толстокожих стена вдалеке. Но долго ли, скоро ли шли тунгуса на след потайной нагрели. В кульдуре, заросшим кустарником густо, горячий источник нашли. Туман в кустов белоснежных клубится, источник святой. Оттуда напиться горячей водицы, спасение земли. И люд шел туда, где родник таемный, целебна вода, мягка. Спасался от смерти подранок таежных нигде, у родника. Хранили в секрете источник тунгусов, обычаи местных таков. В священной воде нет доступа русским, источник не для чужаков. Давно, говорят, в тех краях объявился охотник смельчак и тайную щедрость с людьми поделился лесного ключа. Но грозный шаман к лицу устрашений его ослепил. Ветвям привязал руки ноги, а шею веревкой сдавил. От ветра и снега нет телу защиты, и птицы порой клюют пронятые сердце открыто, а все же не сдал себе воздух. День новый настал, а минувшим далеком окончен настал, и от юности бурной заветным истоком вернулся сейчас. Дома, корпуса, веки стройки великой на каждом шагу, все дальше леса, из культура зверь дикий уходит в тайгу. Охотник тунгус рядом с русским шахтером, а кузник еврей молодой. Прочуя родник, сколько радостно пользуется, что всех исцеляет водой. Вот такая вот оптимистическая получается версия. Вот. И, ну, конечно, в процессе перевода сразу отмечаешь разницу подхода, насколько вот мощно, фундаментально звучит перевод Эля, мужской стиль чувствуется, и насколько все-таки более литературно сглаженный и женский. Да, в общем, продолжаю эту традицию не конкурирующих, но, наверное, взаимодополняющих переводов. Так, сейчас я сориентируюсь, сколько еще времени у меня отпущено. Еще один автор, который мне тоже полюбился, может быть, потому что это Люба Вассерман, которая была безоглядно влюблена в родной город. Случайно стихотворение так называется «Манштот». Город, который она сама строила, об этом есть стихотворение, частью которого всегда себя ощущала, несмотря на то, что, естественно, была не местная, а приезжая, родом с какого-то вот далекого польского провинциального медвежьего угла, ну, вот собралась, приехала, и судьба у нее любопытна, конечно, еще и тем, что
сказать, побывала она и за границей, у нее было чем сравнивать местные условия, и все-таки выбрала она не дальнее зарубежье, не капиталистический мир, а вот эту советскую мечту. Что, правда, это страдало в свое время, но мечта дорогого стоит на самом деле. И стихотворение вот, Любова Саман Мальчик, сейчас я найду перевод его, тоже вот такое очень энтузиастическое, очень мажорное, конечно, написано в те годы, когда город был на подъеме, когда еще было далеко до репрессий, и люди не могли знать, что с ними случится, и жили вот этой счастливой радостью. По улицам в пестром цветочном кипении как будто несется скрипичный мотив. Мой город наполнен шумом весенним. О, как ты наряден сейчас и красив. Тебя по кирпичику я возводила, фундаменты зданий лила и раствор. Тебя, как дитя с колыбели, растила, но рвался задорно ты ввысь на простор. Недавно тут нынче полно молодежи, идут наши братья веселой гурьбой, чтоб честным трудом твою славу умножить, чтоб нам без конца любоваться тобой. Вот. И, конечно, очень радостно, когда на улице видишь молодые лица. Это значит, что у города есть будущее, что в нем стоит жить. Вот дай Бог, чтобы на улице Биробиджана всегда была молодежь. Вот. И еще один автор, Арон Гавштейн, автор стихотворения «Магдебургские». Вот. Ну и, как всегда, прежде чем приступить к переводу стихотворения, которое привязано к местным реалиям, я долго основательно гуглила, как выглядит Магдебургский, на ней был действительно очень такой серьезный лесосплав и в 20-е, 30-е годы, и только в 90-х, наверное, с развала Союза лесосплав был прекращен. Раньше текла река, по ней были огромные плоты, и вот, сказать, вот эта вот мощная вид перевоплощалась потом в бревна, которые использовались для массового строительства. И наш герой тоже чувствует себя причастным и к стихиям, и вот этому духу созидательности. Итак, Арон Гавштейн на Тунгуске. Плод дубовый после спуска не спеша плывет. Лодки посреди Тунгуски отирают пот. Ветер паруситую башку треплет нелегко, катит к берегу барашки, волны бьют о борт. Вижу в сумраке дорожном чудо по реке. Светит первый дом дорожный, там в соцгородке. Я уже не нашла листик подходящий, зачитывала по памяти, потому что это стихотворение действительно мне очень запомнилось. Соцштетл, такая очень характерная деталь, у нас обычно соцгородком называют вот такие специализированные комплексы, которые строились рядом с предприятиями. Вот, и слово это нарицательное. Но вот Ирель меня поправил, уточнил, сказал, что это вполне реальный соцгородок, который до этих лет дожил, так и называется соцштетл. И вот опять же, противовес традиционным штетлам, к которым мы уже привыкли в местечковую, вот появляется новый образ нового социалистического города. И это здорово. Вот. И стихотворение, которым я сегодня хочу завершить свой обзор, это текст Бузи Алевского под названием «Хинга», то самое восхождение в горы, которое, наверное, всегда имеет некое символическое значение. Это когда мы осваиваем новые вершины. Хинга. Здесь небо видно, все застит хинга, бессменно укутанный в дым и туман. Упрямо карабкаюсь вверх, и перед ней лишь компас, рюкзак, дорожку меня. Здесь скалы повсюду, куда ни взгляну, а снизу Амур гонит к морю волну. Леса здесь волнуются, горы звенят, и юный мой край прорастает в меня. Вот я на вершине, на холе лежу, и что ж я в диких горах накажу? Мечтаю, пускай мой народ целина, красой наделит и здоровье сполна. Очень важно, наверное, чтобы у человека была какая-то мечта о счастье, превосходящая его земное бытие, и вот такие привычные не только для себя благополучия, а для своего народа и для всех людей в целом. Вот на этой минуте, позвольте мне завершить рассказ, я жду. Я на самом деле не пишу, потому что обычно предполагают, что если человек любит поэзию, то у него есть собственные стихи. У меня собственных стихов, наверное, может быть 3, 4, 5, точно не больше. И мне была такие периода, потому что в школьные годы я хотела стихизацию. Меня очень привлекала какая-то вот иностранная способность. Например,
читала арабскую поэзию, видела в попался. Нужно красивый автор озвучить. Я это сделала на таком западном материале. Потом видела стихи пьесы Германа Гессе, я сделаю по пьесе. А потом я задумалась, а зачем, собственно, сочинять свое, если все указывает на то, что нужно переводить? Если вот есть вот это желание стилизовать, то для переводчика то, что нужно. В каком-то смысле это напоминает, если говорить о музыкальной аналогии, пение второго голоса. Всегда ведет первый голос, он мелодию показывает, а второй его оттеняет и придает глубину. Так что, не знаю, поскольку я второй голос справа, вот сразу для себя проецирую такие моменты. Некомфортно вот быть вторым голосом, повторить, да? Украинский «усалантуват», если вы говорите, как калорийно, то именно второй голос исполняет партию хоровую. Вот, так что, вот это, наверное, Most hallgass széket, a szaré Mozart для трибуна Крабса, привела как поэтесса, как переводчика, и который сразу работал важно. Что с переводом? не все, да, акустика специфическая, поэтому не все, да, но комплименты я услышала. Спасибо. Вопрос еще, пожалуйста. Я сейчас он спросил, что вас, как вас сюда привело, Нет, что вас что привело в поэзию, Поэзию. работать переводчиком, сколько вы в этой сфере работаете? Ага, спасибо, когда озвучили, да, потому что, конечно, смазывают вопросы. Вот, я закончила в 90-м году Донецкий, тогда был государственный университет, потом был национальный, потом, слава богу, мы опять вернулись к государственному. Закончила факультет романо-германской филологии по специальности английский язык и литература. И, в общем-то, написала курсовую по литературе, потом благополучно забыла, диплом у меня был по языку, я была абсолютно уверена, что буду заниматься языком только. Вот. Но потом вот у меня моя первая научная руководительница, которая сейчас живет в Израиле, заметила, пригласила. Я стала читать на ставки историю зарубежной литературы. Это дает очень хороший фон. Это создает привычку, приступая к какому-то автору, о нем разузнать как можно больше. То есть нужно понять, откуда прорастают эти стихи, чем они подпитываются, какая-то эпоха, традиция, культура. Вот. И, собственно, я вот 30 лет и 3 года, прямо Пушкина хочется процитировать, 30 лет и 3 года преподавала историю зарубежной литературы. Ну, вот у нас случились там кадров, сокращения и кафедры не стало. И я теперь работаю на кафедре перевода в том же университете, где меня очень хорошо, очень радушно приняли и дают возможность заниматься любимым делом. А у них вот как раз вакансия переводчицы-художницы, как, наверное, это жаргонно называют, художник, заниматься художественным переводом, у них было свободно, вот, и, по-моему, всем это интересно и нравится. И студенты пишут курсовые дипломы по художественному переводу, то есть какое-то иностранное, как правило, англоязычное стихотворение, и все существующие русские версии нормализируются. Так что, в общем-то, пришло из литературы. На самом деле все близко. Начинала просто как бы с более привычного я с английского. Вот первая книга у меня это Англия. Кстати, только в Казахстане, когда на голове сел, да, там в какие-то. Вот, первая книга у меня была перевода с английского на украинский. Я начинала с украинского. Потом была книга уходить из украинской составляющей перевала. И по того, что мы в Москве. Зато мне предложили поучаствовать в конкурсе. Большое спасибо. Может быть, такой порядок. И вот в прошлом году вышла вот такая книга «Многоголосие». Вот тут переводы на русский и украинский, многих параллельных текстов с английского, немецкого, французского, итальянского, по-моему, один есть испанский, один польский и свыше 7 переводов. То есть параллельно Манга и украинский есть. Вот, так что если есть интерес, я могу показать книжечку, и она будет обязательно в библиотеке.
привезла. Вот это то, что греет душу. И, кстати, это очень здорово получается в условиях войны. Я вот иногда думаю, что 13-й год, вот это все уже, если бы не перевод, я бы, наверное, просто психологически этого не вышла. А так теперь есть уже атмосфера. Когда было до анекдотов доходящих, в 2014-2015 году звоню коллеге, вот как вам вот такое место, вот так лучше если вот так, Оля, ты что, у нас обстрел? Вот такое было. Ну, на самом деле очень выручало, потому что должна душа где-то вот получать. Да, спасибо, Оля, огромное. Завтра в 16 часов, верно я говорю, да? Наверное. Состоится еще вот такая же лекция, и Юрий Оля еще приготовит вам какие-то рассказы. Приходите, пожалуйста. Спасибо. Я